Артисты Малого театра России вновь приедут в Казань этой осенью. Они покажут казанцам 3 спектакля по произведениям Островского, Лермонтова и Эдуарда де Филиппа. Напомним, обмены двух театров, нашего Камаловского и Малого академического, начались в 2006 году. Творческая дружба имеет особое значение. В свое время будущие корифеи Камаловского и Малого учились вместе в Щепкинском училище. О предстоящих гастролях Дмитрий Пивоваров. Ярмарка тщеславия, мы ходили, вот она играла. Ой. Это аура, наверное. Обменные гастроли между театром имени Камала и Малым академическим – свидетельство долгой дружбы между коллективами, а также демонстрация приверженности к классическому материалу и почти что хрестоматийному иллюстративному прочтению того или иного произведения, известного по школьной программе. В этом и творческое постоянство театра, по мнению его художественного руководителя Юрия Соломина, отметившего недавно 80-летие. Мы приезжаем в Малый театр сюда и привозим только свои новые спектакли. Почему? Ну, это логика подсказывает, что так оно и должно быть. Есть премьерные спектакли. У нас есть молодежный спектакль, поставил итальянский режиссер. Напомним, что камаловцы уже отыграли на сцене филиала Малого театра в январе этого года, неизменно привозя в Москву те постановки, которые, как говорится, проверены временем и не одним поколением. В этом году на афише вновь название бессмертной пьесы Александра Островского «Волки и овцы», а также две недавние постановки «Маскарад» Лермонтова и «Филомена Мартурана» Эдуарда де Филиппа в постановке итальянского режиссера Стефано Ди Лука. Я очень хотела хорошо говорить по-русски. Я этим занималась, я слушала своих предшественниц великих и великих предшественников нашего времени. И я училась у них. Я довольна, что я сумела это сделать, что я овладела этой действительно красивой русской речью. Основу Малого театра составляют гранды, чьи имена уже сегодня история Русского академического театра. В этом году в Казани вновь будут играть народные артисты. Это Юрий Соломин, Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Борис Невзоров, Борис Клюев и другие. Дмитрий Пивоваров, телеканал «Эфир».